Так, братцы, что у нас все? Автоклав закипел, клапан сработал и парни приехали. Чехоловки поставили. Да, Вов? Да. Сейчас окрошечки замутим. Ох. Вовка на окрошку упал, сейчас Да. поднарежет, короче. Все. Яйца, картошка сварилась. Так что, Всё ребята, нормально. присоединяйтесь к нам. Да, конечно, конечно. Что там, куда надо проехать всего лишь-то? Да всего лишь, блин, смотря кто как где живет. Ну да, да. Ну, А так, встретим, если что. встретим? Да. Понял. Конечно, встретим. Пойду баньку, ребят, подтоплю. Водички наберем. Вот банька, ребят, что у нас? В принципе, все на мазях. Сейчас выметим. Сейчас все выметим. Олег сейчас затопит дровишечки. О. Вода со вчерашнего дня еще осталась. Все. Банька огонь, ребят, конечно. Лесная. Полотенышко у меня высохло. Четко. Красота. Общаемся. И, кстати, что-то за грибы начали общаться. Да. Ну, вот Олег достал баночку, ребят. Это вот белый маринованный белый гриб. Ой. Песенка, да? Да. В прошлом году собирали хорошо, кстати. Вот этот белый гриб, ребята, маринованный в баночках. Вот так вот выглядит. Хранится тоже порядком. Вкуснятина, блин, вообще огонь. Так, у нас тут что? А у нас тут все хорошо, ребята. 1,1 давление, 122 градуса. Можно немножко даже убавить сейчас. Топливо. Все, засекаем. Олег, сколько время? 7 ебут 8-го, 9 на шухере стоит. Ага, я понял. 45 минут, ребятки. Вовка тут кроху крошит. Финальная стадия она. Все, да? Закрошим, зальем, мазика добавим. Соль. Будем смаковать. Да, крошки тоже тема. Крошка как раз уже, да, Вовка? А? Как раз окрошки как будто хотелось, да? Ну, кстати, да, потому что погода такая хорошая. Ну ты четко предложил, кстати, ну. Прям, блин, будет бомба. Да я уже с города уже думал, что так, в рационе у нас по-любому будет окрошка. Да? Да. Вообще четко. Просто забыл кваса, ну без кваса сделаем нормально. Ну ничего, на воде, на майонезе, ну. Да, все четко будет, ребят. О, вообще огонь. Да, спасибо, родной. О, Окрошечка, ребятки. Вот это да, пойдет. То, что нужно. Это четко. Ну. Четко попробуй. соль. Боялся пересолить, чтобы проще, да? Конечно, конечно. Сам не знаешь. Лучше не засолить. Да, крошка на природе это вообще и офигенная тема. Во. Что, зелени не хватает только, ну? Ну да, Укропа, петрушки там все дела. Да и то нормально, да? Тоже классно. Великолепный вечер, ребята. Великолепный просто. Здесь, кстати, птичка живет. Вот она. Видите?
У меня здесь походу гнездо. Я сначала думал, то, что ну, случайность какая-то. Раз я увидел, два я видел. Она вон бежит. У меня здесь гнездо, походу. Вот именно вот под этим мосточком. И она здесь постоянно. Ну ничего. Скоро уедем, не потревожим. А крохи нарубались, ребята, банька топится. Автокласс сейчас выключаю. И, наверное, поедем. Поеду. Ребятки что-то прилегли тоже отдохнуть. Тоже бы, конечно, отдохнул, поспал. Ох, немножко перед вечером. Часик хотя бы киморнуть можно. Подустал тоже. Вроде как будто ничего не делаешь. На свежем воздухе, ребята, на самом деле, постоянно. Когда на движухе, прям охота спать. Вроде выспался сегодня, более-менее. Но все равно недосып постоянный. У меня, конечно, он постоянный. С этими рыбалками у меня прям организм просто бывает так требует, что можно 2 дня просто спать. Круто, ребята, круто. Погода, смотрите, какая бомбовская. Шикарно тепло. И птичка. Птичка невеличка. Закрываем. Все, ребят. Добрый вечер, ребята. Блин, поели окрошку, короче, и прилегли поспать. Часик поспим. 10 вечера. Ну ничего, Вовчик все сделал красиво, ребята. Съездил, перезарядил донки. Все, короче, червей нету. Все, до последнего червя, говорит, насадился. Проверил. Взял езя на 1,5 килограмма, говорит, хороший. Причем сразу же забросил и попался. Банька уже истопилась. Красавчик, короче. Все, костерочек, шашлычок делает. Молодец. Все сделал по красоте. А мы немножко проспали. Сегодня ясно? Ясно, морозик. Чувствуется. Так, у нас сегодня в рационе что было? У нас окрошка была, да? Все, поели. Сейчас шашлычочки, как обычно. Ну как и договаривались. Да, да, Все обязательно. по плану. Конечно. Все, молодец. Банька, шашлычки и так далее. Потом уже по ходу пьесы. Ага. Сейчас вот так вот сделаем красиво. Ляпота. Такой шашлычок, ребята, будет. Вовка привез специально сделаем шашлык. Вкусняшка. Вкусняшка, ребята. Ребятушки, хотите такой вот шашлычок? Сейчас я вам приготовлю. Вы пока сходите за пивком. Сейчас мы там такую нормальную тему замутим. А, Вот так, смотрите. Смотрите, ребята. Ну вот кто не хочет такого? Тут, конечно, все хотим. Сейчас будем готовить. ох, хорошо, ребята. Блин, бодро. Да, вечерку проспали. Сегодня хотелось порыбачить прям. Желание было. Ну, силы тоже. Вроде как будто бы и на избе, но что-то заезжал, сутки не спал, поспали. Что там, часиков 5, наверное, поспал. Вчера ночью поспали тоже. До 12 часу, наверное, парились.
Ну так, силки тоже подуходят. Организм все равно требует сна. Ну ничего. Ловко все сделал. Все зарядил нормально. Червей, правда, не осталось, ребята. Все. Под наживки у нас 0. Вот почему и особо как бы и не расставлялись. Хотя домки я свои даже не ставил, ребята. Все у Олега поставили. Ну да ладно. Шоколовки стоят, продольник стоит. Все нормально. Ну не прохладно, ребят, ясно. Чувствуется. Не знаю. Градуса 3-4 может. А я и смотрю, ребята, вон 1 градус всего тепло. Чувствуется прохлада. В избе надо печурку растопить. О, Олег уже затопил. Огонь. В общем, ребята, кто хочет шашлык, приезжайте сюда. Накормим шашлыком, блин, напоим чаем. Можно чуть покрепче, да? Это На уже как бы, да, на любителя уже. Можно и кофе. Банька есть. Обязательно. Банька это в первую очередь. Вот смотрите, ребята. О, вкус непередаваемый, по идее. Запах, то есть. Сейчас мы раз. Смотрите, какой дымок. Да. Цимус. Вкусняшка, но пахнет вкусно, блин. Как, Андрюха, оцени запах, да? Да. Сейчас мы еще и будем пробовать его. Вот, на всю компанию приготовил. Так что, ребята, приезжайте, не стесняйтесь. Звоните Андрюхе. Он организует все движения эти. О, ляпота. Вот такой, ребят, вечерок у нас в избушке. Как-то так, да? Демельский аккорд, да? Ну да. О, завтра домой едет, а мы с Олегом еще подумаем. Посмотрим, может еще и останемся на ночевочку. Как рыбка пойдет, да? Ну, опять же червей нету, видишь, на доночке. Ну, на этот щука, если пойдет. Ну, посмотрим завтра. Решаем с Олегом, короче. Завтра будет видно. Ох, красота. Огонь, вообще огонь. Вовка красавчик, молодец. Четко будет работать. Мы его просто на обум поставили там, да? В тех местах. Ну, согласись, тоже работали хорошо, да? Да. Только куда ездите? На Лунь, в Кошкис, короче, да. Знаешь, да, места? Да. Конспогос, возле Конспогоса. Хорошие места там, и речка чистая. Когда едешь, то в Емву, да, когда едешь, да? Да, Емву, да. И туда налево, и там один такой хороший уголок такой, такая возвышенность. Нормально там. Там тоже хорошо ловится. Да. Ночью плыли, мы с тобой ночью плыли. Помнишь, что фонариком подсвечивал? Ковер рыбы. Вот просто ковер рыбы, прям на воду светишь, все в ковре, все в рыбе, короче. Там можно и семушку ловить на день, если знаю еще. Сегодня банька, ребят, такая не жаркая, но нормально. Помоемся, сейчас постираемся. Все хорошо. Можно даже поддать. Можно поддать даже, ребята. Отлично. Ох, ребятки, бодро.
Ну что, вот третья ночка на кордоне. Великолепно. Великолепно, ребят, проводим время. Ловится рыбейка. Потихоньку, помаленьку, но ловится все. Возможно, завтра, ребят, будем стартовать. Возможно, еще с Олегом останемся. Вова завтра уезжает. Мне нужно выезжать. Ну а мы еще посмотрим. Потому что есть у нас... Я планировал 5 дней, как бы у меня есть в запасе. 5 дней, да, ребята? Почти неделя. Да. Ну, тоже надо понимать, вода падает, ребятки. У меня еще спуск до дома 100 километров на моторе. Сейчас откроются коряги. Перекаты будут вскрываться. Короче, будет сложно, возможно. Ну, в целом, в принципе, вода еще позволяет. Так что на моторе еще вообще в легкую можно двигаться. Пока подымался, я особо ничего не задел. Пару раз залетал на меляк. Баланы, в принципе, все обходил. Ни разу не ударился. Ну, как-то так. Что-то там где-то терялся. Там, ну, было дело, там в одном месте я в 3 местах там 3 русла, как бы не понял, куда заезжать, как бы, потому что вот, а сейчас, в принципе, все понимаю. Понтонная переправа завалена, там сложность небольшая, а так в целом как будто нормально. Все хорошо. Сегодня поспали вечером, прям выспались, как будто бы достаточно. Можно было ехать рыбачить, но у нас, ребят, нет наживки. Ну, стоят шоколовки, пару сетюшек, так что рыбейка как будто бы ловится. Хорошо. Приготовлю автоклав. Все нормально. Вечер тоже душевный. Ну и в целом день продуктивный. Каждый день продуктивный, в общем. Все, ребят, мою, стираюсь. И, короче, на боковую. Завтра увидимся. О, хорошо, ребятки. Сполоснулся вот так. Блин, круто. Быстренько сполоснулся, постирался, все нормально, все развесил. Труханы, носочки. Так, что у нас? О, уже, ребята, -2. Заморозок. Вот и обещали заморозочек. -2. Вот в мае такие температуры тоже могут быть. Ну, все хорошо. Отлично. Все, Красотень, консервы. Нормал. Всё, вон все, четко. Можно открыть на пробу. Что у нас там, как езел получился? Смотрите, как вообще. Тема. На, братан, пробуй. Ага. Косточки, они должны быть, братан, просто разваливаться, понял? По сольке тоже не знаю как.
Огонь? Костей не чувствуется Да, вообще. да, Вообще не да, чувствуется да, да. костей. Так и должно быть. Я даже вот смотри. Вот рубать. Заряжу. Даже вот кость, видишь? Да, вот вот это ее вот прям, сейчас она должна мягкая быть. Да? А? Огонь. Дегустация, Олег, дегустация. Иди попробуй. Ребята, доброе утро. Ну вот и наступил финальный день. Все-таки решили мы уезжать, ребятки, так как черви у нас закончились. Да и хорошего помаленьку, так скажем. Все потихоньку собираемся. Кстати, ребят, тушенка, консервы получились четкие. Ясь подходит, ясь вкусный. Так что плюсую по язу. Можно готовить. Ну что, раскачались, пьем кофе, потихоньку наводим марафет и собираемся. Погода великолепная, ночью был мороз, -3, солнышко сегодня хорошо. Так что все, потихоньку, ребята, сборы. Да, зарядка такая же, Олег. Что, зарядка пропала, да? Сейчас. Моя. Так, ну все, поехали. Сейчас разделимся, друзья. Парни туда, я туда. Щуколовочки, щуколовочки, щуколовочки. Ну да. Опа, а что такое? Видать, была поклевка? Ну да. Да? Не сбило что-то? Перекручен поводок. Щуколовки, ребята, стоят, молчат. Да. Пустой, Олег. Что-то грязь пошла, блин. Пустой крючок, говорю. Нормально. Все нормально. Все нормально. Тоже пустой. Пустой, да? Ага. Нормально все.
Ночью холодно было. Может, из-за этого. Пусто, короче. Да. Там вроде сработка у нас. Вымотка есть, да. Продольник, друзья, пустой. Сейчас он посмотрит. Че, вон вымотка, да? Сработка? Да. Что-то не дрыгается под провода. Сейчас снимайте. Давай, доставай на пятерку. Что-то палка не дергает, видать. Холостая. Ага. Да, глаз работает. Да? Угу. Короче, ребята, одна удонка все ловит и ловит, блин. Вот это. О, хороший, да. Вот хороший. Ой, хороший. Да. Смотри. Хороший ясь, да. О, на этот взял. Кабанчик, сука. На эту взял, короче. На личинку? На личиночку. Ага. Огонь. Вот вчера вот такой. Вот это. На килограмм, да, есть, блин. Да. Офигенно, блин. Водичка все падает и падает. Короче, друзья, одна донка работает. Блин, можно было, конечно, посидеть, порыбачить. Вот это было бы круто. А так, что, елец червя съедает. Да личинка, вот личинка осталась. На нее и хапнул. Место, короче, какое-то там интересно. 10 донок, а работают 2 донки всего. В одном месте. Потихоньку. Бандой приехали, короче. О, какая-то рыбейка. Ну, в яме, понятно, здесь налимчики. Мелкий засранец. Тихо, брат. Давай. Иди домой. Иди расти. Иди. Давай. Пошел. Немножко в шоке. Устал, бедолага. Вот донная рыба, друзья. Так плавают, ищут. Да, налим отошел. Прибыли на избу, друзья. Потихоньку наводим марафет. Моем баню. Вовка у нас еще не приехал снизу. Собирает там донки. Мы здесь все убрали, все почистили, все четко. Так, сетюшка есть, я немножко поймала на донке. Ну, надо сидеть, ребята. Потому что елец активизировался и не дает. Вот оно как-то так. Ну, ребейки, ребят, подавили, дай бог. Как бы нормально, повезем домой. Также буду автоклав заряжать. Буду коптить, буду вялить, сушить, короче. Ну, рыбейки займемся. Так что вот, сейчас моем посуду, убираемся потихоньку, выезжаем. Не знаю, ребят, как получится сегодня у нас по времени, я имею в виду по возврату домой. Если задержимся здесь, то 5-10, то может переночую у Олега и пораньше с утра ночкану домой. Потому что неохота мне
в ночь приезжать. Потому что надо и вещи сразу разгребать, там все приготавливать, не оставлять на утро. 3 часа еще ходом до дому. Сосудов будет вообще все 4. Ну, короче, посмотрим. Если что, Олега перекимарю. А с утра пораньше двинусь. Все. Ладно, ребят, сборы. Тушенку попробовали. Консерву. Блин, бомба. Съездя, ребятки, получилось. Вкусно. Перекусим. Такие супчики, ребята. У нас мясо, шашлык остался вчерашний. Так что сейчас вот по кружке такого горячего уже не будем готовить. Чисто так горячего похлебать тоже надо. Вот так вот. Водолеечка, конечно, огонь. Вон, Олег тоже все вытаскивает. Приехал ловко. Попались на донке, ребят. Нормально. Налимы и зигит попались. Короче, рыбейки попалось хорошо. Заправиться надо. Опа. Заправиться надо. По рыбейке, ребят, у нас получилось 1,5 бочки. В общем, здесь полная. Здесь полная бочка, ребята. Вот, видите. Что-то сетюшка поймала. Что-то доночка. Что-то продольничек. И вот здесь еще половинка. Вот так вот, ребята. Вот Вован сейчас привез налимов. Вот такие не крупные, конечно, но на донке попались. Хорошо, говорит, попалось. Теписки тоже работают, значит. Вот рыбка так хранится в речке. Зато свежая. Нормально. Все, ребятки. Будем уезжать. Все, подмели. Помещение чистое у нас. Порядок. Вот так вот. Все, избушка. Спасибо. Красота. Самое интересное. Че, Олег, сюда прям? Да, Да. конечно. Ой. Ну, как-то так, ребят. Как-то так поймали. Наваливай, давай. Друзья, сворачиваемся. С рыбку по ведеркам и домой. Вова, кстати, у нас в другую сторону пойдет, он с другой деревни заезжал. А мы с Олегом на Подь до дому. Наверное, останусь у Олега сегодня. Потому что, друзья, я, наверное, не успею. Неохота мне к вечеру все это делать. Сейчас пока туда-сюда. О! Ага. Короче, грузим, ребят. Ну все, что? Спасибо, домик. Блин, реально круто. Но не будем прощаться, скоро заедем заново. Есть такая же песня. Мы не будем прощаться. Да. Все, покидали, ребятки, вещи. Все, отходим. Ой, блин, даже уезжать неохота. Жил бы и жил. Всем счастливо, ребята. Давай, Вован.
Ну давай, кормилец. Теплый, подсос даже не надо делать. Все, ребятки, расход. Спасибо, место. Все было круто. Здорово. Олег, здорово! Ты что, меня не узнал, что ли? Машку, Олег! У вас уже блогерская компания! А где у вас блогерская компания? Я кричу. Здорово, здорово. Посмотрели давеча. Мы с охоты. Все, мы возвращаемся. Ну вот и добрались, ребята. Где тоже пароход надо увозить? Ну что, друзья, все. У Олега на кордоне, так скажем, значит, ну кордон там, а здесь тоже кордон. Поселок, ребята, таежный поселочек. У Олега все по фэншуйчику. Все, набрались, доехали. Вещи выгрузили, не знаю, лодку оставил, надеюсь, хулиганы никакие не потрогают. Потому что как бы ни на цепи, ни на чем, на веревке. Ну, в принципе, не должны тронуть. В общем, время 4, ребята. Так и получилось, что запоздаю. А мне спускаться еще бы было 4 часа, плюс-минус. Плюс там выгрузки, погрузки, перегрузки. Короче, в ночь нафиг это надо. С Олега стопим баньку. Вот сегодня красота тоже. Все по фэншуйчику. Вот такой у него дракошка. Все, лодочка. Короче, ребят, отдыхать. В общем, ребят, что, разобрались. Все, рыбку в заморозку. Потому что рыбку сохранять надо. Я же первый раз у Олега в гостях. У нас банька. Вот у Олега банька такая. Кстати, Олег, что, с пеноблока, да? Да. Баня, ребята, с пеноблока. Плохо, да. Вот только что стенка. Ага, так все, вагоночка сделана. Да. Шикарно, шикарно. Баня, ребята, это, ну, я не знаю, понятно, что в городах такого нету. Там кто-то в сауну выезжает, в душ, там, ванна. А у нас, как бы, ребят, баня это прям такая система. Это не только личная гигиена, да, помывка, но и это крик души. Вот после рыбалки, ребят, приехать и вот прям сполоснуться. Круто, прям круто. Ну, видели, ребята, избушку. Тут понятно, тут дома у Олега все прям по фэншую. Тут
прям ничего не надо. 1,5 часа и банька готова будет. Все четенько. Вытяжки стоят, ребят. Все. Помылся сам. Помоги, товарищ. На озеро когда-то. Я ловил. Ну я смотрю озеро, да? Ну блин, оно все уже Высохло. как только слышала, съебалось 3 года назад. Так же вода ушла. Ну да, смотри, хорошая, блин, нифига глубокая. Я всегда вот мечтаю о такой херне. Говорю, она была просто, блин, 2 метра глубиной. Ну да, и можно карасей было, да? Ну конечно, караси были. Карпов я разводил здесь. И типа вот в реке вода ушла и тут ушла. Да. И все, вот ушла. На ту. Да. Так-то круто, блин. Иметь такое озерко. Это под казанку, да, Олег? Это по казанку, да. Все, проводка, смотрю, да? Со всеми делами. Владимир сделал уже. А, Владимир сделал? Это. Я тут дополнял уже, вот это я уже смутил. Угу. Блин, огонь. Вот прицепики, да? Четко. А что такое, брат? Вот это 380 станок. 380. А, станок здесь? Конечно. Циркулярка. Да? Ну, посмотри. Я понял, вижу. Фуганок там и циркулярка. Да. То есть можно 50-ку распускать похуй. Угу. Ну и тут ты говоришь, да? Косить, замучил. Да, кстати, пошли. Ну у тебя тут, конечно, в футбол можно играть. блин. Муравья у меня посмотри. Владимир что ж подогнал, кстати. Ага, нифига. Кто-то пойдет. Вообще такая Такая четкая зона тема. коселка, да? Да. Просто сама едет. Сама едет, сама косит, да? Сама, да, все сама делает. Ага. Доски тут у тебя, смотрю. Ну, блин, я такой, что? Все сухое. Все про запас. Если что-то надо, выдернул, построил. Красава, брат. Вообще четко. В деревне, в принципе, все есть. Да? Можно построить, заварить, переварить, блядь, согнуть, сломать. Конечно. Все сам. Перекусили у Олега. В общем, ребят, самое интересное, то что смотрите. Раз. Проходим. Опа. Мне кажется, каждый мужик бы мечтал о таком, да? И в гараже, ребятки. Все, гаражик. Здесь у Олега такая слесарочка. Лодочка. Вот яма, здесь машинка. Ну, в общем, все чисто, ребят. Культур-мультур. Ну, короче, как-то так, ребят, что в целом. Поездкой доволен, в общем, все круто. Замечательно. О, Олег Батькович топит баню. Короче, все. А завтра домой с утра, ребятки. О! Мощно, ребята, мощно. Сколько тут у нас? О! Самый раз. 70. Отлично. Опа. Че, брат, погнал я? Давай, спасибо. С днем рождения еще раз. Скоро приеду. Все, давай. Аккуратненько, тут камни. Ага, я понял. Ну все, что, я потихоньку. За часа 3 дойду. Конечно, наберу, как приеду. Все, брат, давай. Ну что, братва, 9 утра, все, я на лодке. Вперед.
82 километра. Вчера переночевал у Олега, все нормально. Рыбку, ребят, кстати, мы поставили в варь, рыбка мороженая, рыбку довезем, все хорошо. Рыбку покоптим, нормально. Ух, вот это путешествие было, ребята. Точнее, оно еще не закончилось, еще надо дойти до дому. Короче, ребята, в путь дорогу. По топливу все понятно. Сейчас и по времени, и по топливу будет немножко меньше, потому что иду вниз по течению. Все, прощаюсь с поселком. Иду на свой поселок, братва. Давай, китаец, не подведи меня. Ну вот и все, ребята. Маршрут пройден. На горизонте моя деревня. Добрался, ребята, долетел. Да, были сложности, 2 раза ударился, ребята. 1 раз очень сильно, прям колпак вылетел. Водичка падать начала, понятно, таежная речка. И, блин, коряк очень много, прям в обратную сторону, глаз да глаз. Ну, вроде все нормально, ребят, все обошлось, все хорошо. Вот это путешествие. Вот это путешествие, друзья. Первый раз выходил на такой дальняк. Для меня это было как бы какое-то такое испытание небольшое. Ну, в целом, ребята, все получилось. И я дома. Прошел 100 с лишним, 110, там плюс 109 что-то туда. 109 обратно, в общем, 220. Владимировича возил. Плюс 40. Ну и так, короче, в районе 280 километров, друзья, прошагал за эту рыбалку. На ПНД лодке Роджер. Ну и на моторе на китайском Гладиатор 9.9.
Можно ходить, ребята, можно двигаться вполне. Прям мне очень понравилось именно вот пройти этот маршрут, потому что, блин, он для меня был такой прям под вопросом. А приближенной речки я все ходил сплавом, проходил, ребята, практически полностью. Но вот здесь вот именно по этой реке я ходил всего лишь 25 вверх, 25 вниз, полтинник разменивал. Здесь, ребята, прям прошел полностью. Места, конечно, бомбовские. Очень красиво, очень прям такие пляжи завораживающие, где можно порыбачить. Но, к сожалению, летом это в разы сложнее, ребят, только водомет. Потому что все мелко, все перекатисто, все коряжно. На винте пройти практически невозможно. Фух, все, ребят, вздохнул. Хорошая рыбалка получилась в целом. Пожили, порыбачили. Пошла ребейка. Пошло тепло, ребята. За вот эти дни прям зазеленело все. Блин, здорово, конечно. Впереди новые рыбалки, ребят. Налим потихоньку будет отходить. В целом начнется белая рыба, ребят, щука и так далее. Что могу сказать? Да сказать нечего, ребят. Все и сами видели. Кто прожил все эти дни со мной, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, за лайк, за комментарий. Очень приятно, ребята. Еще раз повторяюсь, отвечаю практически на все комментарии только с опозданием за неделю, потому что вот видите, мне не было сейчас 5 дней, но в целом как бы люди пишут, а возможности нет ответить. Соответственно, я ни за кого не забываю, ребята, как будет времечко, постоянно сажусь и читаю обязательно. Куча уток поднял, ребят, столько всяких птиц. Видел лебедей, 6 штук пары, очень круто. Все, братва, что, разгружаемся, впереди разделка рыбы, поготовим, покоптим, что ребейку везу, ребейку поймали, здорово. Вся, ребята, весь шмурдяк, вся экипировка, какие-то там вещи, есть ссылки в описаниях, заходите, смотрите, задаете вопросы постоянно, Андрюха, как это, как что, какие-то, ребята, ссылочки я оставляю, если что-то заинтересовало и там если есть какие-то моменты, есть все снизу, друзья, в описании вся информация. Есть даже какие-то промокоды, соответственно, пользуйтесь, смотрите. Вещи реально крутые, тестированные уже, мне все прям по кайфу. Боевое крещение по лодке, ребята. Столько комментариев написали по названию, прям есть такие бомбезные. Как назовем этот аппарат? Что-нибудь выберу, ребят, по-любому, потому что название там и Победа, и там и Бродяга, там и каких только нету. Короче, здорово. Спасибо, ребята. Поздравьте Олега с днем рождения. Сегодня у него день рождения. Напишите с поздравлением. Олег читает, смотрит. Будет приятно, мне кажется. По топливу, ребята. Ну, по топливу, короче, не знаю, литров 35 я сжег. В принципе, не особо много. Думал, намного больше будет. Короче, ну, в принципе, экономил. Не полил, полный газ, не шел. 30-ку свою шагал и нормально. Все, братцы, ладно, давайте я до дому. Всем хорошего настроения. На связи. Впереди рыбалка по Изю. У Олега уже прям мощно он начал клювать, но у нас немножко с опозданием, понятно, потому что 100 километров разница. Фух, как-то так, друзья. Небольшой кусочек я взорвал именно этой реки. Протяженность 480 километров данной речки. Вот 100-ку я, ребята, забрал. Все, пока.